Путин, собственно, все 30 лет, да, вот он готовился к тому, чтобы совершить, ну, я имею в виду все там 30 лет Россия готовилась к тому, чтобы совершить агрессию против Украины. Я вот это когда слушаю, я, безусловно, всегда вспоминаю, знаете, вот президента Алиева, да, который мог бы, значит, как Кулеба выйти и сказать, ну, что уж там, да, вот такая сложная ситуация, да, то есть будем мы воевать с Ираном, будем воевать с Россией, будем воевать, я не знаю, еще с кем-то, да. То есть Карабах, естественно, мы не вернем. Почему не вернем? Потому что невозможно. Ну, то есть я к чему говорю, да? Президент Алиев показал, что все в политике возможно, да? Вернул Карабах, абсолютно, да, то есть вернул Карабах. А дальше, вот сейчас на фоне, посмотрите, что происходит, на фоне таких событий, событий в Иране, действительно, Азербайджан рядом идет война, Азербайджан, то есть две войны фактически, российско-украинская, да, и вот считайте там американо-израильская с Ираном. И Азербайджан умудряется сохранить у себя стабильность, так? А что значит стабильность в Азербайджане? Это значит отсутствие военного положения, это значит, что люди могут жить своей обычной жизнью, работать, то есть заниматься семьей, не переживать за то, что там завтра кого-то из родственников не станет и так далее. Это все заслуга президента Алиева. И умалять эту заслугу, ну, абсолютно нельзя. То есть это говорит о его, и это абсолютно не лесть. Да? Потому что, знаете, мне часто пишут те, которые недовольны политикой Алиева, значит, внутри страны, как там оппозиционеры, либо еще просто негативно настроенные граждане, а вот вы хвалите азербайджанскую власть. Значит, вы на подсосе у системы. Это вот я прочел в одном комментарии. Ну, послушайте, друзья, ну, попробуйте мне опровергнуть. Значит, заслуги президента Алиева. Если он умудрился в этом сложном треугольнике Анкара, Тегеран, Анкара, Тегеран, Москва. Тут еще фактор Вашингтона, да, который, и фактор Израиля. Обеспечить стабильность для Азербайджана, ну, нужно признать, что калибр президента Алиева как политика международного уровня, он очень высокий.